Долгожданный гость после долгого отсутствия вновь стучится в двери мусульман. Совсем скоро наступит священный месяц Рамадан. Верующие готовятся к этому благодатному времени. Ученики Центра изучения Корана Ат-Тибиян взяли себе цель – научиться читать Священное Писание уже к первому посту. По ходу обучения наш учитель Ислам, он сказал, что вы не простые выпускники, вы как раз-таки заканчиваете перед преддверием Рамадана. Это диктухаса, прям какая-то, не знаю, какое-то прекрасное ощущение, когда ты понимаешь, что в первые дни Рамадан ты уже будешь уметь читать Коран. В преддверии Рамадана верующим желательно проявлять усердие в покаянии Всевышнему, увеличивать зикры, выплатить долги и оставить в прошлом все обиды. دولشو ديكشو منجاحي عمله عبادتي ساوى الوارتر هو رب صوبنا دي قردو فهرماي بتبو شلجا يلجنا مع ديلي سلام عشرات أوله الرحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار الله دحل لداق يلجن تقيه تنبيش داقدو شولا داق يلجن تنجشتش داقدو قولا داق يلجن تبلو بصوب ناخا جيوج غدي وحق الله جيوج غدي Атмосфера Рамадана проникает в каждый дом. В семье Мустаевых к священному времени готовятся и взрослые, и маленькие. Дети проявляют усердие в поисках знаний. Для юного Абдулмалика этот Рамадан станет особенным. Он планирует держать пост в течение всего месяца. В прошлом году я держал пост 7 дней. В этом году я собираюсь держать целый месяц, так как я подготавливался, каждый год я держал все больше постов, и чтобы мой организм уже привык. В этом году я собираюсь держать целый месяц. Я читаю различные книги, например, о пророках. Также читаю Коран. Рамадан в медицине – это сухой клеточный интервальный голод. В это время в теле человека происходят важные биологические процессы. Поэтому верующему надо подготовить не только разум и сердце, но также и свой организм. Советами для нашей съемочной группы поделился опытный врач превентивной и интегративной медицины. За 10 дней до начала Рамадана и первые несколько дней в начале Рамадана желательно пить сорбенты типа полисорба, энтеросгеля, циолита вечером желательно применять. И, конечно, очень важно соблюдать питьевой режим. 30 мл на 1 килограмм веса. Примерно вес умножаете на 30 мл, получается, какое количество воды мы должны употреблять после ифтара. Люди с хроническими заболеваниями, конечно же, надо к месячному голоду готовиться заранее, сдать необходимый есть перечень чек-ап анализов, общий анализ, биохимический анализ, сделать УЗИ брюшной полости, проверить щитовидную железу. Если у вас какие-то есть дефициты, сначала нужно их восполнить, и вам будет голод легче даваться. Месяц Рамадан является 4-м столпом ислама. Всевышний возвысил этот месяц перед другими, упоминая его в Священном Писании. Он таит в себе благодатную ночь Лейлатуль Кадр, в котором был ниспослан Коран. По рассказам богословов, ученые прошлого встречали месяц Рамадан как дорогого гостя, который несет с собой большие блага для верующего. Ориентировочно месяц Рамадан наступит 23 марта, однако верующим следует придерживаться хадиса посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Если вы увидели молодую луну в месяц Рамадан, то поститесь». Кроме этого, о наступлении священного месяца сообщит и Духовное управление мусульман республики. Мухаммад Джумалейла, Асам Исхаев, Адам Яхяев. Неделя.